просто я очень рада, что вы пришли, правда. Я надеялась, вернее, рассчитывала, что будет меньше людей. И это очень круто, спасибо. Девчачье платье – это вообще не про меня история, но сегодня я перерыла весь шкаф, и я поняла, что я не знаю, в чем я пойду сегодня. И мама достала откуда-то издалека платье в горошек, так как говорит, одень его. Ну, это было сложно вообще переступить через себя. Ну вот, я в платье в горошек. Это формат «Я плюс гитара», это мои песни, которые приближенные к такому минималистичному звучанию. Думаю, что будет душевно. Ну, я себя больше музыкантом считаю. Я не могу сказать, что, ну, если говорить там, кто я в душе, кем я себя ощущаю художником. Но это такое широкомасштабное заявление. В детстве я там начинала просто набрала какой-то магнитофон старый, записывала что-то вместо английского, я не знала английского, я пела на инопланетянском, песни какие-то записывала. И туда примешивалась и всякая попса, и какие-то старые пластинки, которые валялись там на антресолях. Я скорее в подростковом возрасте, когда такой бунт включился, начала слушать тяжелую музыку, слушала всякий рок. Ну, как-то я посмотрела каких-то пару фильмов, где девочки играли на гитаре, там какие-то были группы, но тогда это было очень модно, это были там 2005, может, год. Да, и ну, я стала одержимой какой-то идеей играть в группе, научиться играть на гитаре. Я стала сама учиться играть на гитаре. Помню, что свою первую электрогитару купила вообще на сэкономленные деньги со школьных завтраков. I'm sorry, don't try to kill me. Don't try to rescue me. Don't try to kill me. Don't try to save me. Я помню первый раз меня сравнили, и это приклеилось ко мне, по-моему, навсегда с Нори Джонс, хотя у нас вообще ничего нет общего. Я бы, не знаю, я могла бы себя лично, допустим, сравнить с какой-нибудь Долорес О'Риордан из Cranberries, потому что я иногда, когда слушала ее песни, просто подпевала, мне становилось смешно, потому что я как будто передразниваю. Ну, хотя я не специально это делаю. Было. Ну, Регина Спектор, хотя тоже ничего общего. Потом Бьорк. Ну, тут мне приятное сравнение, потому что вот она как раз-таки меня как музыкант вообще восхищает абсолютно со всех сторон. Я бы хотела хотя бы вот настолько приблизиться к тому, как вот она себя выражает, какие она снимает клипы. В семье литераторов случаются ссоры. В них крики стихами стали привычны. Свет лампы тускневший ползут фразы укоры. Не казалось бы мудро, и зачем же вам Бродский? Все пылится на полках, так ведете по-скотски. Я как-то вообще себя ощущаю космополитом. У меня нету такого, что я прям села и решила петь на английском, потому что это модно. Я просто всегда это делала как-то, ну, естественным образом. Я на русском начала писать только года, не знаю, 2-3 назад, когда я даже не рассчитывала, что это произойдет, если честно. И вот когда мне уже набралось русских песен как бы на альбом, я даже решила поискать музыкантов, чтобы, ну, сделать это как бы как в форме альбома, выпустить или начать играть. И, ну, и это произошло относительно недавно, поэтому я не могу сказать, что я как-то особенно придумывала, как я буду это все делать. Я понимаю, насколько белорусский язык певуч, из него очень можно делать крутые, интересные музыкальные, как бы, ходы какие-то вплести в песню. Ну и вообще как-то можно очень интересно поэкспериментировать. Но скажу честно, мне далеко не все нравится, то, что делать на белорусском, и поэтому я бы, наверное, это сделала, когда именно сама бы почувствовала, что да, вот оно. Так что, может быть, однажды.
честно, почему я даже делала перерыв вообще с музыкой? В какой-то момент я просто поняла, что я себе задала вопрос, зачем я это все делаю? То есть для чего? То есть я строю какие-то глобальные планы, я хочу кому-то что-то доказать, или я хочу куда-то уехать. Зачем я это все делаю? И я понимала, что у меня не было ответа никакого на этот вопрос. В какой-то момент я просто чувствовала какую-то опустошенность. Ну, мне не было сил что-то делать, что-то писать, кому-то что-то доказывать. Даже концерт играть мне не хотелось, я полностью перестала этим заниматься. И вот я это начала делать на каких-то естественных ощущениях, когда я поняла просто, что, я по-другому не могу. Я это делаю, потому что это естественное продолжение меня, и я это делаю, пока я могу это делать. Я не строю сейчас никаких планов, тем более, что в данный момент музыка — это совсем не сфера, которая приносит мне какие-то супер деньги, про которые я могу говорить, что вот, это моя работа. Это не моя работа, это скорее моя самоидентификация. Я не знаю, что из этого выйдет, но пока я могу, я буду петь, я буду что-то делать, и все. В общем-то, никаких долгоидущих планов нету. Take it in love, burn, shine, breathe.